ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Не секрет, что религиозная подкованность большинства людей носит поверхностный характер. Обычный гражданин многие вещи знает не точно, а толкование доверяет священнослужителям. 25 января в Ухте стартует новый проект на духовную тематику. Свято-Стефановский храм вместе с Центральной городской библиотекой запускают цикл встреч-бесед на религиозные и философские темы. Задача привлечь тех, кто уже мыслит критически, но по какой-то причине не может задать вопрос представителю духовенства. Если в других городах уже из поколения в поколение вот эта вот религиозная культура, да, то у нас ведь этого нету. Мы сами не понимаем даже истоки христианства и вообще, что это такое. Нас этому не учили, нам это не рассказывали. Ну вот если есть такая возможность сказать студентам, ответить на их вопросы, почему нет? В роли лектора во время бесед выступит второй священник Свято-Стефановского храма протоиерей Алексей. Он прибыл в Ухту недавно из Крыма, имеет высшее образование, диплом посвятил анализу учения направления свидетелей Иеговы. Сейчас работает над диссертацией по римско-католической церкви. У мужчины есть опыт проведения бесед с аудиторией во время работы в Устюге. Сейчас тематика встреч в рамках проекта очерчивается очень широко. К этому прибавляется важный контекст в современных реалиях. Отец Евгений вообще вот предложил, чтобы мы занимались толкованием, объяснением Священного Писания и Ветхого и Нового Завета. Да, также здесь можно взять и особенности религиозной безопасности. Это много различных сект, которые действительно и деструктивных, которые уродуют и психику человека, и его свободу. Участником и слушателем бесед может стать любой желающий. Ограничительного ценза, кроме здравого смысла и законодательства, нет. Однако, безусловно, особый акцент делается на присутствие молодого поколения, у которого есть вопросы. Авторы уверяют, что сгонять молодежь по разнарядке не будут. Сдержит ли слово, покажет практика. У светского человека может возникнуть вопрос, а не станет ли проект лишь способом добавить новых членов в пастве православных храмов? Ответ дает один из авторов проекта. Наша задача не затащить человека в церковь, как некоторые говорят. Наша задача показать человеку многообразие и многогранность православия. Что это не только обряды, это не только некоторый культ, который наличествует в храме, это не только та внутренняя духовная жизнь, которой живет церковь, это еще и религиозно-философское мышление, которое выходит за пределы храма. То, что пронизывает всю нашу жизнь. И, естественно, мы не оставляем без внимания, без вопросов, скажем так, и без ответов, в частности, все эти и сложные ситуации, которые происходят в жизни общества. Встречи в рамках проекта будут проходить 2 раза в месяц, каждое 2 и 4 воскресенье. Пилотный запуск авторы рассчитывают провести на полгода, до лета. Дальнейшее будущее будет зависеть от отзывов участников. Для участия в обсуждениях не обязательно быть верующим человеком. Светские взгляды также приветствуются. Первая встреча в рамках проекта состоится 25 января в отделе краеведения Центральной городской библиотеки. Время начала 15:00.